Почему казахстанского писателя Ивана Шухова ставили в один ряд с Михаилом Шолоховым? Чем закончилась его переписка с Нобелевским лауреатом? Какие секреты таит мемориальный дом-музей писателя? Обо всем этом в новом выпуске проекта Welcome to Kazakhstan. Иван Шухов – имя, известное любому ценителю русской литературы 20 века. Родился писатель на севере Казахстана, в станице Пресновской, ныне село Пресновка. Сегодня мы посетим дом-музей нашего земляка, чтобы побольше узнать о его творчестве. Это проект Welcome to Kazakhstan. Меня зовут Закиржан Мамлютов. Давайте расширять кругозор. Дом Шухова является памятником истории и культуры. Под мемориальную часть выделено 104 из 117 квадратных метров площади здания. На территории мемориального комплекса можно найти и бюст писателя на постаменте. Одноэтажная постройка с мансардой, берег небольшого озера, живописный сад около дома. Находясь здесь, понимаешь, насколько важно для творчества полное уединение и покой. Музей Ивана Петровича Шухова основан приказом министров Казахской ССР в 1981 году. Фактически он начал функционировать с 1983 года. Музей представляется тремя мемориальными залами и тремя залами литературными, в которых представлены документы, дневники, книги писателя разных лет жизни. Мемориальный отдел представлен верандой с мансардой, гостиной писателя и его кабинетом. Иван Петрович известен как человек творческий, а также как хлебосольный хозяин. В доме на берегу Пятнова он жил вместе со своей старшей сестрой Прасковьей Петровной Шуховой, которая была заслуженной учительницей Казахской ССР и всю жизнь преподавала русский язык и литературу для детей в Пресновской школе. Также она помогала вести быт писателю и своему младшему брату. К концу 30-х годов прошлого века Иван Шухов был самым влиятельным и цитируемым русскоязычным писателем Казахстана. Его романы «Ненависть» и «Горькая линия» были восторженно приняты советскими читателями и довольно быстро стали классикой соцреализма. Нередко писателя ставили в один ряд с Шолоховым, ведь мало того, что они дружили, так еще в произведениях и того, и другого автора речь шла о нелегкой судьбе казачества после революции. Произведение Шухова высоко оценил классик русской литературы Максим Горький. Он говорил: читая «Горькую линию», получаешь впечатление, что автор – человек даровитый и, будучи казаком, находит в себе достаточно смелости и свободы для того, чтобы изображать казаков с беспощадной и правдивой суровостью. Летняя мансарда – излюбленное место отдыха писателя. Самая обычная металлическая кровать, такую, как правило, в советские годы ставили на дачах. Стол, стулья, радиоприемник, книги. В те годы для творчества нужно было лишь вдохновение. С 1963 по 1974 год Иван Шухов руководил литературным журналом «Простор» и благодаря усилиям главного редактора «Простор» становится одним из самых обсуждаемых изданий в Советском Союзе. Дело в том, что Шухов, несмотря на цензуру, сумел напечатать на страницах журнала запрещенные до того произведения. Например, повесть Платонова «Джан», а также подборку стихов Осипа Мандельштама.
Конечно, это был огромный риск, но он оправдался. Слава о просторе гремела по всему Союзу. Что говорить, если даже будущий нобелевский лауреат Александр Солженицын хотел впервые опубликовать свой роман «Раковый корпус» именно в журнале Шухова в казахстанском просторе. Но сошлись два сложных характера, и после длительной переписки в публикации Солженицыну было отказано. Личный кабинет писателя, а вот та самая портативная печатная машинка, с помощью которой творил Шухов. Стильно, минималистично, отличный аппарат для своего времени. Экспонат был подарен музею женой писателя Евгенией Александровной. Из личных вещей писателя складывается картина жизни в Советском Союзе, быта литераторов. Есть радиоприемник, дар земляку-писателю от родного района. Еще один подарок от выдающегося казахского фармацевта и писателя Салкена Субханбердина. На 65-летие он преподнес Шухову очки с гравировкой. Переходя из зала в зал, посетители узнают все об истории написания романов «Горькая линия» и «Ненависть». Повсюду картины, изображающие Ивана Петровича рядом с классиками казахской литературы или же в окружении героев его же произведений. Иван Петрович родился и вырос в большой многодетной семье. Его родители, отец Петр Семенович и мама Ульяна Ивановна Шухова, были людьми необразованными. Но, тем не менее, Петр Семенович умел хорошо считать и также в совершенстве владел казахским языком. Он работал гуртоправом у местного скотопромышленника Боярского и часто разъезжал по местным селам и аулам, скупая скот и гоняя его на ярмарки. В одну из поездок, взяв с собой маленького Ивана, своего младшего сына, он был инициатором знакомства с Сабитом Мукановым и Габитом Мусреповым. Из тех давних лет зародилась дружба между будущими писателями-земляками. Неудивительно, что именно перу Шухова принадлежат переводы многих произведений этих классиков казахской литературы на русский язык. Работал он и над изданиями книг Мухтара Ауэзова, Габидена Мустафина. Никогда не забывал, откуда родом и чем обязан своему краю. Хочу обратить ваше внимание на стенд, посвященный Великой Отечественной войне. Иван Петрович во время Великой Отечественной войны был владельцем личного автомобиля «Победа». И как только до него донеслась весть о начале войны, он пожертвовал автомобиль на нужды армии. Шухов дважды выезжал на фронт, привозил теплые приветы из дома воинам-землякам. Добраться до Пресновки и озера Пятново не так уж и трудно. Расположено оно в Северо-Казахстанской области. Расстояние от города Петропавловска 142 километра на запад. Ежедневный рейсовый автобус довозит пассажиров до села за 2 часа. Но можно воспользоваться и услугами такси или личного автотранспорта. Иван Шухов всю свою жизнь посвятил творчеству, рассказывая о подвигах и трагедиях, произошедших на земле Северного Казахстана. И посетить его дом-музей на берегу озера Пятное – это один из способов, хоть ненадолго, но прикоснуться к наследию великого писателя.